Приветствую, друзья! В Украине продолжаются бои. Вот на этой карте видно примерно, что происходило за последние сутки в районе города Артемовск. Мы видим, что побитые и потрепанные натовские части выводили из города, там где оставалось 20-30% личного состава, и заводили все новые и новые подразделения. А также в сети появляются фотографии, что посреди города начинают строить баррикады, понимая очень скорые уличные бои в тех районах. Также мы видим, что в город Артемовск приехали силы специальных операций, то есть спецназ, которые очень серьезно готовили западные инструктора. И сейчас мы видим, что самые элитные подразделения, что у Залужного, что у Зеленского, берут и кидают в город, потому что объективно там очень печальная ситуация для вооруженных сил натовских стран, и нужно чем-то затыкать дыры. С учетом тактики российской армии, в Артемовск приходится натовским войскам подбрасывать в мясорубку все больше и больше своих сил. И это, конечно, очень серьезно влияет по всей линии фронта в отношении наступательного потенциала натовской группировки. Стоит добавить, что в окрестностях Артемовска и по всей линии фронта БПЛА «Камикадзе» «Ланцет» просто устроили самую настоящую бойню натовской военной техники. И уже вот на этих фотографиях мы видим, что натовцы сделать пытаются целые такие экраны, которые выставляют по бокам различной военной техники в надежде «Ланцеты» хоть как-то остановить. Насколько не помогли данные экраны, можно наблюдать на видео у меня в телеграм-канале, потому что здесь я не могу его выложить, ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. А вот на Купянском направлении для натовских войск складывается совсем сложная ситуация, потому что уже практически вплотную российские войска подошли к городу. И вот на этой карте можно отметить очередной поселок, который перешел под контроль российской армии. И здесь можно уже в принципе наблюдать, что в ближайшие несколько дней будет наступательная операция на Купянск. Стоит отметить, что российская армия сейчас качественно наполняется различной новой бронетехникой. И вот, например, очередная фотография поставок бронемашин войска на базе КамАЗа. Тем временем западная пресса Вашингтон-Пост уже пишет о том, что искусственный интеллект, оказывается, используется натовскими войсками в Украине. Давайте более детально почитаем эти откровения. Давид Игнатьевич, близкий к американским военным и разведке, посетил Украину и рассказал, что ВСУ применяют алгоритмы анализа больших данных для принятия решений на поле боя. Он утверждает, что сам видел такие программы. Программное обеспечение разработала компания Palantir, которая еще в 2017 году запустила для Пентагона проект Maven. В принципе, и так было понятно, что в Украине американцы используют свою систему управления войсками, потому что войска это в реальности их войска. Они им платят зарплату, они их одевают, обувают, снабжают оружием и так далее. Это ни в коем случае не войска украинского народа, не войска Зеленского, это именно американские войска. И вполне логично, что американские войска пользуются спецпрограммным обеспечением, которое, конечно, использует искусственный интеллект для того, чтобы повышать КПД в бою. Сейчас без преувеличения идет бой с самой грозной военно-политической силой в мире. Это, конечно, западными странами. И сейчас российская армия, несмотря на очень много недочетов, показывает просто колоссальные на самом деле результаты. Конечно, с учетом 21 века мы будем слышать с США, что якобы они тут вообще ни при чем, просто рядом проходили, и слышать вот такие новости о том, что мы поставим свои суперсовременные ЗРК Патриот в Украину и якобы ими руководить не будем. И вся эта ложь, она нацелена в первую очередь на то, чтобы не допустить ядерной войны. И тут важно понимать, что поставки ЗРК Патриот в Украину, они неизбежны, потому что С-300 и Буки закончились фактически, и нужно чем-то прикрывать натовские войска в Украине. Поэтому очевидно, что системы Патриот, скорее всего, на процентов 99,9 уже завезены в Украину. Также не стоит забывать, что натовские войска регулярно проводят различные кибератаки на территорию и инфраструктуру Российской Федерации. И, безусловно, это делают они не под своим флагом, не под флагом Британии и Соединенных Штатов, а делают это под флагом Украины. И поэтому Минцифры Зеленского регулярно рапортуют о том, что якобы они все это делают без привлечения западных спецслужб. В
Тем временем мы видим, что Министерство обороны Зеленского уже все-таки решило, что тучи над Киевом сгущаются и очень скоро может быть новое наступление на Киев. Особенно, я так полагаю, с учетом новостей, что части регионов Белоруссии, которые вот в районе Чернобыля находятся, их уже полностью закрыли для гражданских, и скорее всего там готовится также что-то интересное. Друзья, всю информацию здесь я не могу публиковать, потому что здесь есть масса ограничений, поэтому все самое интересное я выкладываю у себя в телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также напоминаю, мой телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас много клонов делают, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. А у Зеленского тем временем отрапортовали о том, что они напечатали очередных 15 миллиардов ничем не обеспеченных гривен. И, конечно, вбросили их в украинскую экономику, по сути, ограбив украинский народ в очередной раз. И с учетом того, что все-таки Международный валютный фонд запретил им это делать, чтобы не обесценивать доллары и евро там, на той территории, то здесь мы видим, что в следующем году режиму Зеленского придется сложнее. Вернее, не ему придется сложнее, а украинскому народу, потому что объективно закрывать дыры в бюджете просто напечатанной от балды гривной уже не получится. И нужно будет где-то брать валюту. Как известно, с Запада финансируют в основном только войну, и поэтому нужно будет в следующем году приготовиться к тому, что пенсии будут, мягко говоря, не сильно выплачиваться, будут задержки с зарплатами для госслужащих. Ну и, конечно, нужно готовиться к тому, что медицина и образование, они просто исчезнут в Украине. В свою очередь, Евросоюз пытается запускать в космос спутники, но антироссийские санкции догнали Евросоюз и тут. И поэтому мы видим, что очередная ракета европейская, которая должна была вывести на орбиту коммерческий и военный спутник, она все-таки решила отклониться от траектории, и уже пуск считается потерянным, потому что объективно ракета взорвалась в воздухе. Как известно, западные страны очень много лет покупали очень надежные и качественные российские двигатели, которые еще советской разработки. И сейчас мы видим, что в рамках санкций эти двигатели перестали покупать, и мы видим, что вот теперь мы наблюдаем вот такие вот неудачные пуски европейских космических агентств, потому что по факту двигатели просто не вытягивают те параметры, которые туда заложили европейские инженеры. Ну а в России сегодня прошло также очень важное событие. Это коллегия Министерства обороны, где присутствовал президент Путин. И там было сделано очень и очень много интересных и важных заявлений. В первую очередь, это, конечно, реформа российской армии по итогу проведения боевых действий. И здесь мы видим, что и в Запорожской, и в Херсонской области будет сформированы как минимум по одной дивизии дополнительно. Ну а также в других округах российских будут также сформированы дополнительные подразделения. Президент России рассказал о том, что очень скоро в вооруженные силы России поступит громадное количество беспилотных летательных аппаратов разных типов. Ну и, конечно, все новые системы вооружения будут максимально ускорены в производстве, чтобы в 2023 году все они уже попали на поле боя. Также Путин отметил необходимость конструктивной критики, которую необходимо слышать и реагировать на нее для того, чтобы ликвидировать недочеты, которых, к сожалению, еще очень много в союзных войсках. С учетом таких заявлений можно отметить следующее. Путин глубоко погружен в проблематику боевых действий в Украине и, конечно, ситуации в Минобороны. И поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы будем видеть качественные преобразования в армии. В США также внимательно слушали Путина и уже сделали заявление, что они готовятся к тому, чтобы признать Россию целой страной-агрессором. И я тут просто искренне не могу понять, как может главное государство-агрессор, государство-террорист кого-то назначать государством-агрессором. Это вот объективная какая-то вот словесная эквилибристика больше, а не реальность. Особенно дико это звучит на фоне регулярных обстрелов мирных кварталов Донецка с артиллерией американской, французской и так далее. Мало того, мы видим, что Макрон решил выйти с заявлением и сказал, что все-таки мало все-таки убивают мирных жителей в Донецке, поэтому он передаст натовским войскам в Украину дополнительные САУ «Цезарь».
Но для того, чтобы не мешало ничего обстрелам мирных кварталов Донецка, мы видим, что Макрон решил передать еще свои дополнительные французские комплексы ПВО для того, чтобы гаубицы защищать от различных налетов дронов и авиации. В общем, западные страны, как всегда, отличаются просто высшей степенью лицемерия, и такие заявления мы видим, что они все-таки больше направлены на различные там санкционные пакеты, которые западные страны хотят проецировать не только на свои колонии, типа там Евросоюза, а и на другие страны. И, конечно, это больше все-таки связано с другими различными санкционными ограничениями, которые планируют только в США. На этом фоне, кстати, Илон Маск делает весьма интересные заявления с учетом того, что он уже руководит Твиттером. Он выкладывает просто данные и документы, когда Пентагон и американское правительство просто платило миллионы долларов социальной сети Твиттер для того, чтобы эту социальную сеть цензурировать. Вот такая вот свобода слова. И мы видим, что там просто не то, что, вот, знаете, не уважают американскую там конституцию, всякие вот их там базовые документы, а на них, можно сказать, уже открыто все забили в Соединенных Штатах. На этом фоне приходят просто умопомрачительные новости с Всемирного банка, который выделил очередные там 600 с чем-то миллионов долларов, внимание, на погашение коммунальных платежей в Украине и на выдачу зарплат. И, конечно, в первую очередь это касается военных, там, силового аппарата Зеленского. После таких новостей, я думаю, что вообще бессмысленно уже говорить про независимость Украины, которая по факту уже давно померла, и уже не только 40 дней прошло. Там уже, можно сказать, уже скоро год будет так точно с дня окончательной гибели государства, которое Зеленский беспощадно уничтожил. Поэтому, когда я читаю новости о том, что Синод Украинской Православной Церкви обратился к Зеленскому и требует, чтобы там прекратились репрессии, чтобы там не преследовали в там, судебном порядке священников и так далее, это все на самом-то деле вот глупость, потому что нужно обращаться к тем людям, которые реально влияют на ситуацию. Поэтому писать Украинской Православной Церкви в Украине нужно сразу в посольство Соединенных Штатов Америки письма, потому что все равно с офиса Зеленского эти письма туда передают и их даже не читают. На этом фоне сегодня Медведев встретился в Китае с Си Цзиньпинем и не обсудили будущее развитие торговых взаимоотношений с Российской Федерацией как союзника Китая. И, конечно, это уже во многом давным-давно свершившийся факт, особенно на фоне вот таких вот новостей. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, но Китай в свою очередь замещает все товары, которые ранее Россия покупала в Евросоюзе и в Соединенных Штатах Америки. Также в Российской Федерации ввели пожизненное заключение для тех людей, которые помогают совершать диверсии на территории Российской Федерации натовским спецслужбам, там, поджигать торговые центры, там, устраивать пожары на складах, ну и так далее. Но в Европе, я так полагаю, за долю малую потихонечку разрешают россиянам выводить свои капиталы обратно в Россию. И эта новость, так знаете, так, совсем так незаметно практически проходит, но тем не менее этот процесс идет. Друзья, на сегодня у меня все. Выводы делайте сами, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас всегда есть гораздо больше интересной информации, нежели можно сказать здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!